Если вы находитесь на улице и к вам подходит офицер и просит предъявить ваши документы, обычно он имеет на это право. В мирное время полиция так не делает. Но если вы находитесь на митинге или на какой-то акции, то вполне возможно, что полицейский подойдет. Почему он имеет право это сделать? Если он подозревает вас в нарушении порядка или нарушении каких-то законов, он имеет право подойти и спросить документ. И вы должны его показать. Если полиция просит предъявить ваши документы, и вы отказываетесь это сделать, вы рискуете тем, что полиция припроводит вас в полицейский автомобиль и отвезет в участок для установления личности. Таким образом, вы можете потратить 3 часа своего времени. Поэтому, если у вас с собой есть документ, нет ничего плохого или страшного в том, чтобы его показать на месте. Мы советуем вам это делать. Полиция может вас задержать для установления личности. На это у них есть 3 часа. Это может произойти в том случае, если вы не предъявите свой документ. Также полиция может решить доставить вас в участок, если она подозревает вас в нарушении какого-то закона или распоряжения. К сожалению, этого будет избежать достаточно сложно. В мирное время, в спокойное время, когда не происходит никаких митингов или манифестаций, если полиция вас подозревает в чем-то, то она просто пришлет вам повестку с просьбой с просьбой явиться в полицейский участок. Поэтому, скорее всего, вас задержать не могут, если вы предъявили документы и вы ничего не нарушали. Но никто не может заставить полицию не увозить вас. Если они решили это сделать по каким-то своим причинам, то это произойдет. Вы, в свою очередь, должны спросить, на каком основании происходит задержание, а также попросить представиться офицера полиции. Вы также имеете право переписать эти данные. Это очень важно, иметь эти данные, чтобы потом можно было составлять какие-то жалобы, если вы будете с действиями полиции не согласны. Когда полиция припроводит вас в свой автомобиль, скорее всего, и основная цель это будет установить вашу личность. Если вы не показали свой документ до того, как вы попали в автомобиль, то вы можете это сделать сейчас. В редких случаях полиция может произвести обыск, если она, например, подозревает, что вы что-то скрываете, например, вы продаете наркотики. И тогда она может провести обыск и, в принципе, заставить вас даже раздеться. Что очень важно, такой обыск может происходить только если есть какие-то подозрения. Дальше. Этот обыск может происходить только в присутствии двух понятых. Понятые – это люди просто с улицы, которые могут свидетельствовать, что они видели, что вот вас раздевают, просто свидетели именно этого процесса. Обыск без понятых производить нельзя. Если, тем не менее, полиция будет производить это без присутствия понятых, вы должны будете это обязательно зафиксировать в протоколе, который будет составлен полицией. Дальше, как вести себя на допросе в полиции. Если вы все-таки оказались в участке и вам задают вопросы, это происходит всегда письменно, то есть у вас составляется протокол, и следователь, ведущий дело, обязательно записывает ваши слова. Если вы хотите переводчика и не знаете, например, эстонского языка, то вы должны попросить его в самом начале. Без наличия лицензированного переводчика допрос не может начаться. Также, если у вас есть адвокат или защитник, вы можете сказать ему о том, что вас задержали, и он может приехать на следственные мероприятия. Очень важно сохранять спокойствие, ни в коем случае не грубить полиции, вести себя мирно, потому что в противном случае вы рискуете получить еще больше неприятностей, например, неподчинение полиции, и это гораздо более сложная и тяжелая статья. Когда вас допрашивают, следователь ведет протокол. В протоколе допроса у вас есть возможность дать свои объяснения,
И, соответственно, по окончании допроса вы копию протокола можете получить на руки. Вы должны его обязательно прочитать. И самое главное, до того, как вы что-то подпишете, вы должны проверить, что все детали указаны верно, что в протоколе указаны все мельчайшие детали, которые потом могут быть очень важными в суде. Как то, как мы уже говорили, наличие или отсутствие понятых, наличие свидетелей, наличие переводчиков. Все это должно быть указано. Что очень важно, если вы участвуете в акции, то имеет смысл всегда ходить туда не в одиночку, потому что вы должны знать тех людей, с которыми вы ходите, чтобы они могли быть в случае чего вашими свидетелями. Потому что когда вы в чем-то участвуете, вы наверняка не собираетесь нарушать закон, и иногда нужно будет мочь доказать то, что вы закон не нарушали. Поэтому нужны свидетели, чьи координаты должны у вас быть, и эти координаты вы должны указать обязательно в протоколе. Если задержание, по вашему мнению, происходило незаконно, грубо, по-хамски или как-то еще, вы должны это тоже указать. Например, полиция попросила вас предъявить документ, вы предъявили. Полиция, в свою очередь, отказалась предъявлять документы. Она не объяснила причину задержания, хотя вы спрашивали. Она потащила вас в автобус, хотя вы предъявили свои документы. Вот все эти моменты нужно обязательно указать. Также надо обратить внимание, что в протоколе указывается, хотите ли вы адвоката или нет. И если он у вас есть, если у вас есть защитник, вы должны указать это в протоколе: да, я хочу защитника. Это первое. Второе, что у вас должно быть, если вас задерживали, скорее всего, должен быть протокол задержания или рапорт полицейского, который вас доставил. То есть на выходе у вас получается два документа. Если вас обвиняют в организации мероприятия какого-то незаконного, то помимо этих всех протоколов должны быть фото- и видеоматериалы, которые легли в основу обвинения вас в организации незаконного мероприятия. Они тоже должны там быть, и их можно, в принципе, запросить. Если их не дают сразу, то можно вернуться в течение определенного времени, договориться с полицией, прийти и эти материалы получить. Потому что если вы собираетесь потом подавать в суд и оспаривать возможный штраф, то необходимо иметь полный комплект документов. Что очень важно, перед тем, как мы можем пойти в суд, мы должны иметь также решение, административное решение, которое полиция должна будет принять после того, как допросы состоялись. Обычно это происходит в течение 1 месяца. Через месяц на электронную почту вам приходит письмо, что на основании протокола, на основании задержания, все, что там есть, на основании этого присудить вам такой-то штраф, и будет указан срок, в течение которого вы можете этот штраф оспорить. Оспаривать нужно в суде. Вот эти все материалы должны у вас быть перед тем, как мы можем подать жалобу в суд. Очень важно не опоздать, потому что обычно на протест дается не больше 15 дней. Когда допрос состоялся, вы можете покинуть здание полиции без всяких проблем. На самом деле, если вас задержали на каком-то мероприятии, полиция должна вас в это место вернуть. Или вернуть вас по адресу проживания, если вы живете в том же городе. Вы приезжаете в полицию свободным человеком, вас никто не арестует, вы не можете там оказаться в течение больше, чем на 3 часа, и вы уйдете оттуда свободным человеком. Вы должны, как я сказал, подписать протоколы, получить их копии и ждать просто административное решение со штрафом или об отказе. То есть больше ничего не произойдет, вы остаетесь свободным человеком. Очень важно не путать задержание и арест. Арест происходит по серьезной санкции, если это не может быть задержание во время митинга. Вас должны подозревать в совершении серьезного правонарушения, какого-то проступка, который предусматривает серьезное наказание в виде тюремного заключения. Поэтому не бойтесь ездить с полицией на допрос, ничего страшного в этом нет. Ничего поделать нельзя. Единственное, что можно сделать, это запросить все материалы по делу.
Ну, вот, например, вам прислали повестку, вы пришли на допрос, вам сказали, вот вы там участвовали в организации, вы просите показать эти материалы, а полиция говорит, там у нас их нету. Тогда вы можете с полицией договориться. Абсолютно это спокойно происходит. Придете в какой-то день, вам эти материалы предоставят. Мы так уже делали. В этом нет никаких сложностей. После этого надо ждать просто административное решение, и когда оно будет, мы будем его протестовать в суде. Вам может прийти повестка по почте или по электронной почте. Повестка представляет собой документ, в котором полиция просит вас явиться к такому-то числу, к такому-то времени в такой-то полицейский участок. Когда вы получаете его по электронной почте, вы автоматически отправляете подтверждение того, что вы эту повестку получили. Если вы не можете прийти в назначенное время, или вы, например, болеете, или вас нету по адресу, или вы хотите проконсультироваться с адвокатом, вполне нормально ответить по электронной почте ответственному сотруднику полиции, что вы явиться не можете по такой-то и такой-то причине, и просите принять вас в другое какое-то время, которое вы тоже предложите. Это вполне нормально. Если полиция ломится к вам в дверь, бояться этого не нужно. Скорее всего, вы ничего не нарушали или не совершали никаких преступлений, поэтому общаться с полицией через порог собственной двери вы не обязаны. Если полиция хочет вам что-то сообщить, у нее есть доступные средства, доступные каналы информации, почта или электронная почта. Если они хотят пригласить вас на допрос, они вполне могут положить повестку в почтовый ящик или прислать электронное письмо. Открывать дверь полиции вы не обязаны, жилище неприкосновенно. С другой стороны, если вас подозревают в серьезном преступлении и есть санкции на обыск, тогда дверь лучше открывать, потому что иначе они все равно выломают. Но если они пришли просто пригласить вас на допрос, не открывайте дверь, вы не обязаны. Ни в какое время, ни в 9 вечера, ни в 8 вечера, ни днем, ни ночью вы не обязаны этого делать. Если вы участвуете в каких-то акциях, подумайте о следующем. Первое. Вы всегда рискуете тем, что вас могут задержать. Поэтому, если вы, например, принимаете какие-то лекарства, возьмите их с собой. Возьмите с собой воду, потому что неизвестно, когда вы сможете попить и предложат ли вам воду в полиции. Также, чтобы оставаться все время на связи, пожалуйста, берите с собой запасную зарядку для телефона. Потому что вы должны быть на связи, и вы должны мочь предупредить своих близких или своего адвоката. Также хорошо, я уже про это говорил, хорошо всегда ходить на всякие акции не в одиночку. Для чего? Для того, чтобы вы следили друг за другом, чтобы не было провокаций, и в случае задержания, чтобы вы могли свидетельствовать о том, что законы вами не нарушались. Поэтому вам нужно иметь обязательно координаты этих людей с собой и их имена, чтобы их можно было указать в протоколе. Также, если полиция вас задерживает, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В этом нет ничего страшного. Я сам участвовал меня задерживали, я тоже был на допросе, в этом нет ничего страшного. Это всего максимум 3 часа вашего времени. Обычно все проходит очень мирно и спокойно. Вы должны предупредить своих родственников, где вы находитесь. И еще, что очень важно, если у вас есть адвокат или защитник, озаботьтесь тем, что у вас есть его данные. Для того, чтобы оформить взаимоотношения с защитником, надо иметь доверенность и копию диплома этого защитника.